На большинстве карт не указаны границы морей, поэтому создается впечатление, что они плавно переходят друг в друга и в океаны. Но на самом деле границы морей проходят не только по морскому дну. Разная плотность, соленость и температура приводят к тому, что на стыке морей словно наталкиваются друг на друга две стены. В нескольких местах на Земле это даже визуально заметно. Вы на канале «Я в шоке», приятного вам просмотра. Наиболее ярко границы морей, или моря и океана, видны там, где возникает вертикальный галоклин. Что это за явление? Галоклин – это сильная разница в солености между двумя слоями вод. Жак-Ив Кусто обнаружил это же явление при исследовании Гибралтарского пролива. Слои воды разной солености как будто разделены пленкой. В каждом слое своя флора и фауна. Чтобы возник галоклин, один массив воды должен быть солонее другого в 5 раз. В этом случае физические законы будут мешать водам смешиваться. Любой может увидеть галоклин в стакане, налив туда слой пресной и слой соленой воды. А теперь представьте вертикальный галоклин, возникающий при столкновении двух морей, в одном из которых процент соли в 5 раз выше, чем в другом. Граница будет вертикальной. Чтобы увидеть это явление своими глазами, поезжайте в датский город Скаген. Тут вы и увидите место, где встречаются Северное море с Балтийским. На границе водораздела часто можно наблюдать даже небольшие волны с барашками. Это наталкиваются друг на друга волны двух морей. Граница водораздела так сильно заметна по нескольким причинам. Балтийское море сильно уступает по солености Северному, плотность у них разная. Встреча морей происходит на небольшой площади и к тому же на мелководье, что затрудняет смешение вод. Балтийское море приливное, его воды практически не выходят за пределы бассейна. Но несмотря на эффектную границу этих двух морей, воды их понемногу смешиваются. Только поэтому Балтийское море и обладает хотя бы небольшой соленостью. Если бы не поступление соленых потоков из Северного моря, через это узкое место встречи Балтийское вообще было бы огромным пресноводным озером. Похожий эффект можно наблюдать на юго-западе Аляски. Там Тихий океан встречается с водами Аляскинского залива. Они тоже не могут сразу смешаться. И не только из-за разницы в солености. У океана и залива разный состав воды. Эффект очень колоритен. Воды сильно различаются по цвету. Тихий океан более темен, а пополняемый ледниковыми водами Аляскинский залив светло-бирюзовый. Визуальные границы водных бассейнов можно увидеть на границе Белого и Баренцева морей, в Баб-эль-Мандебском и Гибралтарском проливах. В других местах водные границы тоже существуют, но они более плавные и незаметны глазу, так как смешение вод происходит более интенсивно. И все-таки, отдыхая в Греции, на Кипре и на некоторых других островных курортах, несложно заметить, что море с одной стороны острова ведет себя совершенно иначе, чем море, омывающее противоположный берег. Всем большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, оцените его лайком. Подписывайтесь на канал, а вам всего хорошего и до свидания.